47? Да, 47. Сахар? Да. Под прицелом проверяющих самые крупные торговые объекты Карабулака. Здесь, как правило, закупается большинство горожан. Комиссия мониторит стоимость на овощи, фрукты и базовые продукты. Сравнивают с ценами прошлого месяца. Масло, я говорю, растительное. Разная цена, от 108 рублей до 150. У нас минимум. В составе правительственной комиссии представители Минпромышленности, Минсельхоза и Роспотребнадзора. Мониторинг проводится с целью своевременного реагирования на предпраздничный рост цен. Стоимость сахара, масла здесь не превышает установленного предела. Администрация магазина сообщает, ценники на продуктах за последний месяц не поменялись. Поставщики завышают цены. У нас в пределах нормы цены. Они не повышают, мы их добавляем, если по минимуму только. Покупатели устраивают все. В данном магазине у нас и санитарная составляющая у них в норме, и ценники везде стоят в магазине, указаны. Цены везде соответствуют цены, они не завышенные. Не жалуются и покупатели. Некоторые из-за стабильных цен предпочитают здесь закупаться регулярно. Мы всегда здесь берем продукты свежие, самое главное. И цены не повышаются именно в этом магазине. Поэтому мы все сюда стремимся. Комиссия проверяет еще один крупный магазин города. Здесь одни из самых оптимальных цен на курицу – 325 рублей. В то время как по всему региону ценник привалил за 400. А вот стоимость рыбы упала на 1–2%. А подорожание овощной продукции предприниматели объясняют не сезоном. Так, томаты стоят от 156 рублей, огурцы – 161. Стоимость здесь совпадает с ценниками в предыдущем магазине. Администрация не отрицает факт повышения цен, и связано это с ценовой политикой поставщиков. Они же вынуждены добавлять свой процент в пределах поставленной нормы. В основном масло, там некоторые позиции идут. Подсолнечное масло, вот такое, сахар, мука. В преддверии праздника Ид-аль-Фитр на торговых объектах региона всегда наблюдается резкий скачок цен. Предприниматели объясняют свою ценовую политику по-разному. Чаще всего оправданием служит ненасытность поставщиков, либо сезонные колебания. Многие, допустим, консервация идет от завода-производителя, что цены поднимаются. Я не знаю, с чем они мотивируют, но именно в преддверии праздников у них этот начинается бум. Получается, они в курсе, что спрос перед Конечно, праздниками будет в регионе? Конечно. И, соответственно, видимо, по этим регионам они поднимают цены. Однако предпраздничная суета еще не успела начаться, когда цифры на ценниках устремились вверх. Подорожали говядина, баранина, птица, подсолнечное масло, сахар, крупы и другие потребительские товары. В общем, цены кусаются, заявляют покупатели. Однозначно. Неоправданного повышения стоимости продуктов правительственная комиссия в ходе рейда в Карабулаке не выявила. Максимальный рост в каждом из магазинов составил не более 5%. Однако пока еще судить рано. Впереди предстоит сравнить зафиксированные цены с другими торговыми объектами. Цены потихонечку растут. Там 2%, 3%, 5%. Резкий рост цен наблюдается не только в Ингушетии, но и по всей стране. Распоряжение о ведении постоянного мониторинга цен на потребительские товары и услуги было подписано в марте премьером страны Михаилом Мишустиным. Необоснованность повышения стоимости правительственная комиссия будет проверять каждый день во всех городах и районах республики. Диана Дударова, Магомед Белакиев. Новости 24.